День детского движения в Республике Саха-Якутия отмечается указом главы республики 5 декабря. В честь этого праздника во Дворце детского творчества состоялся торжественный концерт. Более 400 активистов со всего города и пригородов отметили свой профессиональный праздник. О своей работе они рассказали на представленной выставке. Поздравить активистов пришли и педагоги, старшие товарищи. Хочу отметить, что в городе Якутске в школах города обучается более 47 тысяч детей. И практически все они являются членами общественного движения школьников. Сегодня общественное движение школьников, юные горожане объединяет очень много различных объединений детских. Это и интеллектуальные, спортивные, это юнармия, это, другие объединения по интересам. И сегодня стоит перед вами большая задача, чтобы все дети города, которых занимаются в разных объединениях, были едины, чтобы возродился дух патриотизма, чтобы наша республика, наш город и наша Россия была самым передовым. В этот день самых активных и эффективных лидеров школ отметили номинациями. Призы получили лучший директор по поддержке детского движения, педагог-организатор, а также выбрали лучшее детское общественное объединение. Им стал педагогический отряд «Здравствуйте» детского подросткового центра. Победителями в номинации «Лучший лидер детского движения» были выбраны 7 школьников. Среди них Александр Пчелкин, активист 7-й школы. Я являюсь лидером информационно-медийного направления российского движения школьников. У нас реализуется все 3 направления, а также мы добавили свою 4-ю. Для меня общественная деятельность значит много, потому что я хочу саморазвиваться, потому что саморазвитие – это самое главное, что должно быть. И саморазвитие не должно прекращаться. Все победители получили от Управления образования города сертификаты на путевку в лагерь Республики Крым. Педагоги-организаторы отмечают, что активистов среди учащихся становится все больше. Дворец детского творчества, являясь опорной площадкой развития детского движения, всегда рад принять в своих стенах. В Коворкинг-центре «Параллель 62». Завершен процесс согласования строительства и ремонта дорог на 2020 год по 19 объектам. По словам начальника управления дорог города Якутска Валерия Домотова, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году будет построено 22 километра дорог. Самые большие мегапроекты с 2020 года – это, конечно, начало реконструкции окружного шоссе с увеличением до 4 полос, добавлением велосипедных дорожек. Ну и большой проект по улице Курнатовского, который будет соединять Хатумирасское шоссе, улицу Пилотов. Тем самым мы доступ от Вилюйского тракта до аэропорта сокращаем до 15 минут, разгружаем центральные улицы города Якутска. Также нам предстоит большая работа по круговым развязкам. Мы сторонники того, чтобы сокращать в городе Якутске количество светофорных объектов, разгружать тем самым основные магистральные улицы и транспортные узлы. В частности, это строительство круговой развязки на пересечении улиц Пирогова, Петра Алексеева, Стадухина. И второе – это смещение круговой развязки на перекрестке Гемеина, Сергелясское шоссе. И мы устраняем место концентрации ДТП, это раз. Второе – вот этот участок, который является очень сложным, ввиду того, что в медцентре у нас большая концентрация конечных автобусных остановок. В частности, там порядка 12 маршрутов так или иначе задействованы с данной круговой развязкой, но это, конечно, существенно улучшит транспортную ситуацию в данном квартале. Весной возобновится работа на объектах текущего года. Все новые объекты уличной дорожной сети строятся с освещением и водоотведением. По словам главы города, контроль за дорожными работами должен быть массовым. Весной мы с вами идем и с общественным контролем города, и, соответственно, с заказчиками. И, просьба Росдомнии тоже к нам присоединиться. Если автодорожный факультет, институт считает нужным тоже, присоединяйтесь, пойдем проверять уже в нормальном состоянии. Потому что сейчас, что греха таить, не было возможности толком все проверить. Меня очень интересует система водоотведения. Да, согласен. Очень меня интересует. Пока я сама не увижу, собственными глазами не удостоверюсь, что вода утекает куда надо, я, конечно, тоже, как все горожане, выражаю некий скепсис. Но посмотрим. Обещают, что все должно быть нормально.
надо убедиться. И как раз посмотрим мы тогда оформление дорог, как поставили бордюры, плотность примыкания, съезды. Вот все, что необходимо, вместе посмотрим. Кроме того, на следующий год продолжится ремонт дорог в пригородах. Помимо работ на основных улицах сел начнется строительство подъездных дорог к кварталам многодетных в Табаге, Тулагина и Хатасах. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. На еженедельной планерке руководителей жилищно-коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций обсудили текущую работу. Руководство автодорожного округа озвучило вопрос ограничения электроэнергии со стороны Якутскэнерго в частном секторе по Покровскому тракту. В результате отключения питания на 4 и более часов в день прекращается теплоснабжение жилых домов с автономным газовым отоплением. И это происходит несколько раз в неделю. Администрацией города принимаются необходимые меры по защите прав и интересов горожан. По этому поводу руководством города Якутска направлено обращение в адрес Слоика, генерального директора Якутскэнерго, также направлено обращение в прокуратуру города Якутска для проведения проверки на предмет нарушения требований по поставке электрической энергии. Также я прошу ЕДС предоставить информацию о времени отключения данных микрорайонов, в том числе по пригородному, по Покровскому тракту. Информацию направить в управу автодорожного округа и управе автодорожного округа я прошу направить информацию в надзорный орган для принятия мер по существу. Еще один вопрос, по которому власти города обратились в прокуратуру на этой неделе, это обращение с твердыми бытовыми отходами региональным оператором Якутск Экосети в районах, относящихся к неблагоустроенному жилому фонду. Региональный оператор прекратил с октября месяца вывозить мусор с обозначенных кварталов. В данное время вывозом занимается Жилкомсервис за счет собственных средств. Причиной отказа Якутск Экосетей от выполнения обязанностей стало отсутствие мусорных контейнеров. Но и их наличие, точнее содержание и своевременная замена стали проблемой как для управляющих компаний, так и оператора. Согласно закону, ремонт и содержание контейнерных площадок, а значит и самих контейнеров, является обязанностью собственников. Они, в свою очередь, для этого нанимают управляющие компании. В целом же спорный вопрос, кто должен ремонтировать поврежденные баки, появляется вследствие ненадлежащего обращения с ними самими же собственниками. Такие моменты бывают, что баки рвутся, но зачастую рвутся по причине того, что население складывают туда более коммунальные отходы, бывают жидкие сливают, в том числе и металл скидывают, и в том числе и электрооператор от этого также страдает, поскольку у нас установка гидравлическая часто выходит из строя по причине того, что туда попадает элементарно наш разработанный металл. Так что здесь пусть управляющие компании тоже, управляющие организации тоже есть. Тем не менее, на сложных участках баки ремонтируют. То есть мы по умолчанию это делаем, когда управляющая компания нам непосредственно обращается к нам. Ремонт у нас производится, мы его по СССРскому дому ремонтировали, и по жилстандарту ремонтировали, и многие другие по солидарности тоже. Обращение поступает, но мы тем не менее нагрузку несем, не отказываемся по ремонту бака, потому что и покраску тоже нам осуществляет замену, в том числе. То есть здесь мы не отказываемся, надо просто как-то в рабочем порядке вопрос решать. Также на планерке было объявлено о том, что окружная администрация начинает формирование реестра управляющих компаний, готовых взять на срочное обслуживание дома-отказники, то есть те дома, которые остались без управляющих компаний по тем или иным причинам. В реестр будут включены компании, имеющие специальное разрешение. Татьяна Павлова, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В пространстве коллективной работы «Точка кипения Якутск» в рамках практической конференции «Муниципальные закупки. Вехи развития и перспективы» были рассмотрены актуальные вопросы для поставщиков при заключении контрактов. О новых правилах участия в регламентированных закупках рассказала директор Академии продаж электронной площадки OTC города Москвы Юлия Романова. Прежде всего состоит изменение в том, что участники закупок должны регистрироваться по новым правилам. Они проходят так называемую единую регистрацию. Количество электронных площадок федеральных на сегодняшний день 8, но предусмотрен единый механизм регистрации для участия в закупках, что, естественно, облегчает жизнь поставщика. Наиболее интересные изменения произошли, как я уже говорила, для СМП. Это возможность не предоставлять обеспечение исполнения контракта, что, конечно, делает участие в закупках весьма привлекательным для субъектов малого бизнеса. Генеральный директор межрегиональной специализирующей организации «Ценный советник» Виталий Макаров рассказал, почему закупки – это перспективно. На самом деле сейчас, да, закупки – это очень перспективная для бизнеса тема. Потому что здесь без особых рекламных затрат можно продать свою
продукцию, товары, работы, услуги государству, в принципе, за хорошие деньги. Вход на данный рынок сейчас для предпринимателей, в принципе, не имеет, для большинства предпринимателей не имеет каких-либо барьеров. До определенных сумм, как правило, 10 миллионов рублей, участники даже никакую квалификацию не должны подтверждать. То есть любой новичок в сфере закупок может легко выиграть аукцион на 5 миллионов рублей и исполнить его без каких-либо проблем. При этом он своевременно, в течение месяца, получит деньги. То есть единственный отрицательный момент, что постоплата. Остальное все очень доступно, соответственно, сейчас самое время участвовать в этих госзакупках. Главная задача практической конференции – повышение уровня профессиональной грамотности заказчиков и исполнителей. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В Большом зале окружной администрации города на практической конференции «Муниципальные закупки. Вехи развития и перспективы» эксперт-практик с 6-летним опытом работы в сфере регламентированных закупок Виталий Байрышев рассказал о правилах описания объекта закупки для государственных и муниципальных нужд и дал практические советы. Наш законодатель активно над этим работает, делает так называемый каталог товаров, работ и услуг для того, чтобы все заказчики страны использовали единые шаблоны описания закупаемых товаров. Например, молоко, продукты питания, любые другие бытовые товары, то есть для того, чтобы лекарственные препараты покупались все по одним правилам, по одним описаниям. Сложность вызвана тем, что, к сожалению, качество подготовки данных методических и нормативных материалов очень сильно отстает от практики. То есть заказчикам приходится недостатки нормативного регулирования дополнять своей собственной практикой с тем, чтобы получить все-таки необходимый товар и в то же время не нарушать требования действующего законодательства. У нас контрактная система развивается очень активно, постоянно появляются изменения, связанные с упрощением закупочных процедур. Сейчас произошла ситуация, связанная с отменой необходимости описания товаров при проведении строительных работ. То есть участникам закупки сейчас гораздо проще поучаствовать в закупке строительных работ капитального ремонта. Не нужно готовить сложную заявку, можно подготовить просто согласие, но тем не менее вопросов и по этой части очень много, потому что данная мера, она работает в очень узком круге, она работает, соответственно, сейчас заказчикам приходится с этими нормами работать и дополнительно их осваивать. Решились на перепланировку квартиры? Хотите снести стену или сместить радиатор? Как в таком случае быстро подать заявление на согласование переустройства и перепланировки жилого помещения, не тратя при этом времени на очереди? Портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru, где вы можете воспользоваться услугой онлайн с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru.